Правительство сохранит льготу для работников с Крайнего Севера и приравненных к ним территорий в рамках объявленного повышения пенсионного возраста. Реформа, как объявил премьер-министр, стартует уже со следующего года. В России мужчины начнут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 63. Для Коми, как и других северных территорий, действует 5-летняя скидка. Важная оговорка: меры эти будут иметь плавный характер. 10-летний период для сильного пола, 16-летний для слабого. Как пояснил Дмитрий Медведев, цитата, «это позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции, примерно на 1000 рублей в год». Нынешний порог окончания трудовой деятельности был установлен для части категорий в 30-е годы прошлого века, а окончательно был утвержден в 1956 году для рабочих и колхозников и в начале 60-х для членов сельскохозяйственных предприятий. С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет. Кроме того, изменились и бытовые условия, и условия труда, а сроки выхода на пенсию остались прежними. Их поэтому давно пора пересмотреть. 7 июня, напомним, тему пенсионной реформы затронули и участники прямой линии с Владимиром Путиным. Президент заявил, что продолжительность жизни в России должна вырасти до 80 и больше лет. Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию. Я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Вот на что бы хотел обратить внимание. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, это повышение доходов пенсионеров. Причем значительное повышение их доходов. Правительство в самое ближайшее время, и это нужно будет обеспечить. Безусловно. Потому что за этим и решение другой важной задачи – это уменьшение количества людей в 2 раза, которые живут за чертой бедности. Так вот, какие меры будут предложены правительством в ближайшее время для этой ключевой задачи, мы должны узнать в самое ближайшее время. Так же, как отметил премьер, нынешние сроки выхода на пенсию были установлены в середине прошлого века и оставались на том же уровне, несмотря на рост продолжительности жизни и изменение условий быта и труда. А еще, по его оценке, Медведев обратил внимание, что число работающих пенсионеров в среднем за год составляет около 12,5 миллионов человек. И с каждым годом такая тенденция будет только увеличиваться.